Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студии Мавлюда Бубушоева. 23 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял генерального директора Катарского фонда развития Фахда Хамада Аль-Сулейти и делегацию катарских банков. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся текущего состояния и расширения сотрудничества между Таджикистаном и Катаром и его экономических и банковских структур. Глава государства Эмомали Рахмон, отметив большую заинтересованность Таджикистана в укреплении и расширении дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с этой страной, подчеркнул: мы рассматриваем Катар как одну из авторитетных стран арабского мира и нашего важного партнера. Стороны выразили удовлетворение ростом взаимовыгодного сотрудничества между двумя дружественными странами. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы и предложения по путям расширения торгово-экономического сотрудничества и взаимовыгодных инвестиций в сферах энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, ирригации, добычи и переработки полезных ископаемых, а также другие темы, представляющие взаимный интерес. Исполнительный орган государственной власти города Душанбе наряду с обеспечением развития других сфер постоянно уделяет серьезное внимание вопросам ремонта и реконструкции дорог, а также поддержанию их в надлежащем эксплуатационном состоянии. В частности, в целях реализации соответствующего постановления председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, в настоящее время в соответствии с предусмотренным планом продолжается капитальный ремонт протокольных улиц от входа в открытое акционерное общество «Международный аэропорт Душанбе» до улицы Карамова. Заказчиком объекта выступает государственное учреждение Управление строительства, реконструкции и ремонта дороги, мостов города Душанбе, а капитальный ремонт дороги осуществляется государственным унитарным предприятием Дорожно-строительное, производственное и испытательное предприятие исполнительного органа государственной власти города Душанбе. Согласно проекту, протяженность дороги составляет 8,5 километра, и в целях обеспечения безопасности движения транспортных средств ремонтные работы будут проводиться в несколько этапов с ускоренными темпами. С этой целью с 18 июля текущего года начался капитальный ремонт дороги от улицы Карамова и уже на 3 участках протяженностью 3,7 километра, то есть до площади Дусти, работы выполнены в соответствии с международными стандартами дорожного строительства. Следует отметить, что во время проведения ремонтных работ на отдельных участках дороги движение всех видов автотранспорта временно приостанавливается. В связи с этим соответствующие структуры города Душанбе обязаны определить маршруты объезда по соседним улицам и внести временные изменения в схемы движения пассажирского автомобильного транспорта. В настоящее время 100 сотрудников государственного унитарного предприятия, дорожно-строительное, производственное и испытательное предприятие исполнительного органа государственной власти города Душанбе с привлечением 50 единиц современной специализированной техники заняты в работе. В соответствии с требованиями правил дорожного строительства в первую очередь демонтируются защитные бордюры с обеих сторон дороги, одновременно полностью очищается верхний слой старого асфальта. Качество выполнения работ находится под строгим постоянным контролем. Все используемые материалы отечественного производства, то есть произведены государственным унитарным предприятием, дорожно-строительное, производственное и испытательное предприятие города Душанбе и соответствуют международным стандартам дорожного строительства. Особенно стоит отметить щебеночно-мастичный асфальтобетон, которым укладывается верхний слой дороги. Он производится по современной технологии, значительно превосходит по качеству мелкозернистый асфальт и в 2 раза увеличивает срок службы дороги. Важнейшим направлением социальной политики правительства Республики Таджикистан является применение конституционных прав граждан на защиту их трудовых прав. Обеспечение хороших условий труда и создание здоровой рабочей среды для каждого сотрудника становятся ключевыми задачами в рамках этой политики. В период государственной независимости правительство Республики Таджикистан реализовало комплекс мероприятий, направленных на развитие законодательства в сфере защиты труда работников всех отраслей экономики страны, и важным шагом в этом процессе стал пересмотр нормативно-правовых актов, которые ранее действовали в области охраны труда.
Одним из значимых мероприятий стало сотрудничество отдела государственного надзора в сфере труда, миграции и занятости населения города Душанбе, который организовал разъяснительную работу по предотвращению несчастных случаев на производстве, особенно в строительстве различных объектов. А целью этих мероприятий является не только предотвращение несчастных случаев, но и создание благоприятных условий для обеспечения защиты жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности. В рамках данной работы были проведены консультации с работниками и строителями на ряде строительных объектов. В частности, разъяснительная работа охватила такие общества, как общество с ограниченной ответственностью Art in Shot с привлечением более 30 человек, общество с ограниченной ответственностью Сармазил с более чем 50 участниками, общество с ограниченной ответственностью График с 40 работниками, а также компания Осиой Маркази, где также было привлечено около 50 человек. Ответственные лица отдела государственного надзора в сфере труда, миграции и занятости населения города Душанбе провели разъяснительную работу по содержанию статьи 337 Трудового кодекса Республики Таджикистан. Работникам было разъяснено, что в случае обнаружения угрозы для своей жизни и здоровья в процессе работы они имеют право прекратить выполнение всех обязанностей. При этом работник должен уведомить своего непосредственного руководителя или органа охраны труда организации о наличии опасной ситуации. В период устранения угрозы средняя заработная плата работника сохраняется. Кроме того, условия труда, предусмотренные в трудовом договоре, должны соответствовать требованиям и нормам охраны труда. Работодатель обязан не только выплачивать работнику его заработную плату, но и обеспечивать условия труда, предусмотренные законами и другими нормативно-правовыми актами, соглашениями и коллективными договорами. Следует также отметить, что разъяснительная работа по предотвращению несчастных случаев на производстве производится с соблюдением всех требований закона о моратории на проверки деятельности субъектов предпринимательства от 11 февраля 2025 года и указа президента Республики Таджикистан о введении моратория на все виды проверок деятельности предпринимательства от 10 января текущего года. В зале Президиума Национальной академии наук Таджикистана состоялось заседание научно-литературного кружка «Хират». Участникам было представлено исследование Академии Мухаммада Осими «Становление и развитие научного энциклопедического творчества в Таджикистане». Подробности в материале наших коллег. В заседании научно-литературного кружка «Хират» приняли участие ученые, представители интеллигенции и деятели науки. Работу кружка открыли представители Национальной академии наук Таджикистана, отметившие ценный вклад академика Мухаммада Осими в развитие науки страны. Президент Национальной академии наук Таджикистана, академик Хушвахт-Зода Кубилджон Хушвахт, в своей вступительной речи подчеркнул, что в недавно опубликованном коллективном исследовании приняли участие ведущие ученые из Таджикистана, США, Франции, Испании, Индии, Узбекистана и других стран. В этой работе были изучены малоизученные теоретические и фундаментальные вопросы, а также история развития энциклопедического дела в Таджикистане от истоков до наших дней. Особое внимание уделено вкладу академика Мухаммада Осими, возглавляющего Академию наук Республики более 2 десятилетий. Ученые на основе новых архивных материалов показали значимость его научной, государственной и общественной деятельности. В частности, вклад Мухаммада Осими в создание и развитие национальной энциклопедии Таджикистана, организации научных кадров, стажировки сотрудников за рубежом, накопление опыта в советских научных и энциклопедических центрах, подготовку отраслевых энциклопедических словарей и издание первой таджикской национальной энциклопедии. Под его руководством были реализованы крупные проекты, в том числе специализированные энциклопедии, посвященные юбилеям Таджикистана, которые стали важной основой для дальнейшего развития научно-организационной базы страны. В завершение конференции ученые и исследователи высоко оценили значительный вклад академика Осими в развитие отечественной науки и выступили с докладами о его многогранной и плодотворной деятельности.
По инициативе исполнительного органа государственной власти района Исмаили Самани во исполнении поручений и указаний лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, которые были озвучены на расширенном заседании Центрального исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана 17 июля текущего года в Махале Фирдавси была организована выставка народных ремесел, приготовление национальных блюд и заготовка продуктов на зиму. Репортаж об этом. Посещение и прямое общение с жителями по методу «дом за домом» и «махаля за махалей» на этот раз прошло в районе Исмаили Самани в Махале Фирдавси. В нем приняли участие представители аппарата Центрального исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана, заместитель председателя города Душанбе, а также комитеты Народно-демократической партии Таджикистана города Душанбе и района Исмаили Самани. Как отмечалось, целью данного мероприятия было исполнение поручений и указаний уважаемого председателя Народно-демократической партии Таджикистана Эмомали Рахмона, касающихся достаточного запаса продовольственных товаров на зимний период, ознакомления с условиями жизни населения, пропаганды и поощрения национальных традиций и обычаев, возрождения добрых обычаев предков, демонстрации национальной одежды и приготовления национальных блюд. В рамках этого мероприятия ответственные лица района Исмаили Самани города Душанбе посетили жилой дом одного из жителей Махали Фирдавси, чтобы ознакомиться с процессом заготовки продовольственных продуктов. Рабочая группа ознакомилась с производством и заготовкой продуктов в данном хозяйстве и в ходе беседы с членами семьи выразила удовлетворение состоянием запасов продуктов на зиму, а также отметила улучшение экономических условий семьи. В этом процессе также была организована выставка народных ремесел, характерных для таджикских женщин, таких как вышивка, гульдузи, курокдузи, национальные орнаменты, а также показ приготовления национальных блюд женщинами семьи. Следует отметить, что возрождение народных ремесел и популяризация национальных традиций в условиях глобализации является важным и своевременным делом. Это обязывает нас считать священными, представлять и сохранять свои национальные ценности, которые имеют тысячелетнюю историю. Народные ремесла не только отражают красоту вкуса и мастерства предков, но и служат символом самосознания и основой национального единства. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу. Всем желаю хорошего вечера. До свидания.